укрепление своей экономики независимо, поэтому считаем необоснованные санкции как вмешательство в внутренние дела страны и как... Когда президент говорит о вмешательстве Запада, это звучит знакомо. Когда он обвиняет журналистов и активистов в работе на иностранные силы, это звучит угрожающе. Но что, если след от тех самых западных сил тянется прямо в его семью? Мы проверили открытые данные и нашли кое-что, что президенту вряд ли понравится. Это расследование Темиров Лайв. Мы ограничены в средствах, нас пытались уничтожить обысками, арестами, уголовными делами. Моя супруга и лидер нашей команды Махават до сих пор в тюрьме. Но мы продолжаем раскрывать ложь и показывать правду. Нам нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наши YouTube-каналы, поставьте лайк, поделитесь этим видео. И если можете, поддержите нас на patreon.com/TemirovLive. Досмотрите до конца, потому что сегодня мы расскажем, где и как живут дети и племянники президента, и что это говорит о настоящей власти в Кыргызстане. До президентства семья Джапарова жила как тысячи других семей. Без богатства, без связи, без охраны. Старший сын Рустам окончил колледж Евразийского университета, потом учился в Кыргызском национальном университете. Ринат, Нурдулет, Джанаим – обычные дети из Бишкека. Школа, друзья, общественный транспорт, студенческие будни. Когда Садыр Джапаров оказался в тюрьме, они стояли рядом. Его жена держала плакат, его дети приходили на суды. Они плакали, требовали справедливости. И тогда казалось, эта семья страдает за правду. Тогда они и правда выглядели как жертвы системы. Но все изменилось в тот момент, когда глава семьи сам стал властью. После президентства все изменилось. Дети и родственники Садыра Джапарова живут теперь в другой географии, между Лондоном, Манчестером и элитными университетами. Они больше не стоят в очередях в Бишкеке, теперь они живут в домах, где соседствуют банкиры, юристы и министры. Весной 23 года сын президента Рустам Джапаров арендовал квартиру в центре Лондона, всего в нескольких минутах от Букингемского дворца. Осенью он переехал в Кейсен-сквер на набережной Темзы, той же квартире зарегистрированы его брат Ринат и сестра Джанаим, все трое со статусом студентов. Средняя стоимость квартиры 1 400 000 фунтов, а аренда до 8 тысяч в месяц. Когда президент говорит, что Запад развращает молодежь, его собственные дети живут и учатся именно там. Эти адреса не студенческие общежития, это символ статуса и богатства, которое появилось вместе с властью. Пока дети президента обосновались в Лондоне, его племянники Азирет и Нурадил Нуркоджоевы живут в Манчестере, в студенческом кампусе Милл-Пойнт. По британским данным, они проживали там в 22-23 годах. Стоимость аренды около 1000 фунтов в месяц. В профиле Нурадила Нуркоджоева в LinkedIn указано George Mason University, США, 21-26, американский диплом, британский адрес и фамилия, которую в Кыргызстане знают все. Защищать ООН центричное мироустройство. А вот еще один LinkedIn профиль. Нурдулет Джапаров, сын Садыры Джапарова.
выпускник Halt International Business School в Лондоне, частной бизнес-школе, где год обучения стоит до 45 тысяч фунтов. Сегодня этот бывший студент уже не за партой, он сидит за спиной отца президента Кыргызстана. Общая ответственность. Благодарю вас за внимание. В сентябре Нурдулет появился в Пекине на официальной встрече за спиной своего отца. Тогда пресс-служба объяснила, Рустам был в качестве гостя, но про Нурдулета не сказала ничего. Уже через месяц он был в составе делегации Кыргызстана в ООН. Лондон – дети, Манчестер – племянники. Делегации – все та же семья. Власть, богатство и связи теперь распределены не по министерствам, а по родственным линиям. И чем громче президент говорит о борьбе с Западом, тем крепче его семья укореняется на том самом Западе. $17,9 миллиона, новый самолет и первый полет в Лондон. Формально аренда через турецких посредников, фактически подарок от беглого молдавского олигарха Илона Шора. Молдавские журналисты взорвали бомбу, они раскрыли, кому на самом деле принадлежат самолеты, на которых летает вся верхушка Кыргызстана. Через сложную схему люксовый джет за $17 миллионов купил человек из окружения беглого олигарха Илона Шора. Журналисты это называют подарком, но на самом деле это взятка. Ведь по данным других расследований, именно через Кыргызстан Илон Шор вывел миллиарды долларов. И первый же полет в Лондон. После этого рейса самолет летает постоянно. Москва, Будапешт, Душанбе, Астана, Баку, Бодрум. На борту Хамчебек Ташиев, Нурлан Шакиев, Улан Ниязбеков, Талант Ибраев, Асейн Исаев. Некоторые рейсы не связаны с официальными визитами. Ни пресс-релизов, ни отчетов. Самолет, купленный за миллионы, используется для личных поездок. Одновременно Financial Times пишет о миллиардах долларов, прошедших через Кыргызстан по схемам Шора. После этого под санкции попадают Кереметбанк и Капиталбанк. А Садыр Джапаров называет санкции вмешательством Запада. При этом самолет, который ему купили через эти же схемы, летает в Лондон. До президентства Джапарова жили скромно. После дети и племянники в Лондоне и Манчестере. Аренда в элитных домах, учеба в частных вузах. У самого президента самолет за $18 миллионов, связанный с олигархом под санкциями. На нем летают высшие чиновники без отчетности и протокола. Все это признаки незаконного обогащения и злоупотребления властью. Мы проверили открытые данные, адреса, рейсы, имена, даты. Все сходится. Президент, который обещал бороться с коррупцией, сделал свою семью богатой. И пока страна живет на кредитах, власть летает на подаренном самолете. Это и есть коррупция в чистом виде. И это Темиров Лайв.